Более 3 часов шло обсуждение проекта закона об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, с которым депутатов ознакомила заместитель министра финансов Ирма Амичба. За отчетный период в республиканский бюджет поступило доходов на общую сумму 8 миллиардов 305 миллионов рублей, что на 376 миллионов меньше прогнозируемой суммы. Из них собственные доходы составили 2 миллиарда 949 миллионов 487 тысяч рублей. Финансовая помощь от России – 5 миллиардов 356 миллионов рублей. Общий объем расходов составил 7 миллиардов 876 миллионов рублей, а сумма неисполненных прогнозируемых расходов составила порядка 1 миллиарда рублей. По мнению депутата парламента Натальи Смыр, причина неисполнения параметров расходной части республиканского бюджета за 2017 год непонятна. Неясен смысл неисполнения расходов на 1,2 миллиардов рублей. То есть мы увеличили на миллиард, а не раздали 1 200 000 000. Остатки бюджетных средств на 1 января 2018 года составили значительную сумму, порядка 800 миллионов рублей. Особо следует отметить, подпункт 4, пункта 2 и 8, протокола 16, заседания МПК в части инвестпрограммы в случае наличия остатков на конец 2017-го сформированных в результате действия, бездействия государственных заказчиков инвестпрограммы, лимит финансирования инвестпрограммы может быть сокращен и перераспределен на последующий период в размере не менее 50% от суммы остатков. А сумма остатков по инвестпрограмме у нас составляет 545 миллионов рублей. Финансовая помощь Российской Федерации в 545 миллионов. Совершенно верно. Да. И 207. 27 декабря 2018 года. Физически уже его освоить очень сложно было. Освоение этих я продолжаю. Бюджет принимается парламентом, исполняется правительством. Не главой правительства, не премьер-министром. И ваши ссылки на 2 закона, они никакого отношения не имеют к исполнению бюджета. Никакого юридического отношения не имеют. Это продолжение тех мероприятий, которые осуществлялись в декабре 2017 года. Депутатов интересовало, почему при неизрасходованных порядка 1 миллиарда рублей не был погашен долг Министерства здравоохранения перед лечебными учреждениями России. Этот долг на сегодняшний день составляет 38 миллионов. На вопрос депутатов ответил министр финансов Джансух Нанба. Несмотря на то, что те цифры, которые мы с вами называем, 800 миллионов, миллиард и так далее, я бы хотел объяснить, что переходящих средств наших собственных на 1 января 2018 года было всего 39 миллионов рублей. Задолженность погашается только за счет наших собственных средств. Но вы же понимаете, что мы все 39 миллионов сразу на погашение долгов по Минздраву направить не можем. Мы должны содержать и поддерживать функционирование всего государства в целом. В итоге, в результате бурного обсуждения проекта закона об исполнении республиканского бюджета за 2017 год большинством голосов не был принят. Депутаты парламента Абхазии направили данный документ на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии. После перерыва в заседании депутаты ратифицировали соглашение между правительством Абхазии и правительством России о взаимном признании образования и квалификаций. Благодаря этому соглашению качество образования в Абхазии практически приравнивается к качеству образования России. И теперь любой диплом, выданный на территории нашей страны, будет действителен и в Российской Федерации. На заседании сессии парламента депутаты также в окончательном чтении приняли проект закона о медали «За победу», придав ей статус юбилейной. Несколько объектов госсобственности решением депутатов включено в дополнительный перечень объектов, подлежащих приватизации. Среди них гостиничный комплекс «Абхазия» в Гагре и база строительных материалов в Сухуми. Еще в начале заседания депутаты Дмитрий Дбар и Астамур Тарба внесли предложение включить в раздел «Разное» еще 2 вопроса. Проект постановления о поручении контрольной палате Абхазии осуществить проверку эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных на содержание парламента, и постановление о приостановке перевода земель из категории в категорию. Последний вопрос вызвал среди депутатов бурную дискуссию. В итоге было решено доработать постановление и только затем принять окончательное решение. Если мы всю страну застроим гостиницами и прочее, и при этом будем кормить отдыхающих чужой продукцией, ничего не получится. Если мы продолжим вот так, как
сегодня было, да, это не осуждая никого, то через 10 лет у нас земель вообще не останется. Вот это имели авторы проекта. Если нужно доработать, а доработать нужно, давайте мы это отложим, пригласим экспертов, выработаем концепцию, а без нее никак нельзя. Последним депутаты рассмотрели проект постановления о поручении контрольной палате Абхазии осуществить проверку эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных на содержание парламента. Это не делается против персонально кого-то, тем более против нашего спикера. Вы тем более сами говорите, что были одним из инициаторов этого. То есть тут много наших коллег это хотели сделать, и это будет, да, как пример, то, что мы постоянно проверяем другие ведомства, и то, что мы проверим себя и людям покажем, что мы прозрачно работаем и рационально тратим как бы народные деньги, в этом ничего плохого я не вижу. Отчет о проверке, согласно постановлению, контрольная палата Абхазии должна представить в парламент не позднее 1 июля. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.